Первый вопрос – это вопрос о ситуации, возникшей на территории исконно ингушских земель, переданных чеченской стороне по соглашению 26 сентября 2018 года, по соглашению, подписанному между главой Ингушетии Евкуровым и Кадыровым. Сейчас этот вопрос связан с тем, что сейчас происходит на наших землях, на ингушских землях, которые были переданы по соглашению. Это около 10% нашей территории. Не так давно, 6 ноября 2018 года, Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, провел совещание на территории, это в Тече-Ах. В репортаже эта территория была названа территорией приграничной с Ингушетией. На самом деле речь идет о тех самых землях, которые были переданы чеченской стороне. Да, и в ходе этого совещания Рамзан Кадыров объявил 2019 год годом Галанчорского района. Он отметил, что намерен, вот буквально если сказать его слова, он намерен вдохнуть жизнь в эту территорию, что будут здесь в первую очередь будут развивать туризм, поскольку здесь имеются исторические культурные памятники, да? Затем будут строиться дороги, мосты, развитие животноводства будет, строительство социальных объектов и так далее. И при этом он отметил, что нашлись уже инвесторы, которые готовы вложиться в строительство некоторых объектов. В первую очередь, опять я еще раз повторяю, речь шла о туризме. Вот. Говоря об исторических культурных памятниках, здесь стоит сразу отметить, что это речь идет, к чеченцам они не имеют никакого отношения, абсолютно. Да, это ингушские памятники, исторические и культурные памятники. Это наша история. Это наша история. И эту историю хотят, как-то вот изменить, наверное, да, таким образом. Кроме того, очень важный момент, что было обращение к жителям республики со стороны Рамзана Кадырова, в котором он сказал о том, что приветствуется переселение туда жителей республики вместе со своими семьями, и для них будут создаваться все условия, будут построены даже школы. Вот такое небольшое у меня вступление. Я хотела бы вас спросить, вообще, вот как с этим быть? Исходя из того, что на этих территориях проживали, я позволю себе просто зачитать вам те фамилии, которые мы смогли восстановить на сегодняшний день по тем первым архивным материалам, которые у нас вот находятся сегодня. А таких материалов немало, еще предстоит изучить эти материалы. Вот это такие фамилии проживали на этой территории, такие фамилии, как Галаевы, Сечоевы, Межоевы, Апиевы, Зангиевы, Хашиевы, Булгучевы, Хайровы, Белхароевы, Мириевы, Сейнароевы, Мужихоевы, Гандалоевы, Цуроевы. Также там же на этой территории находится часть земель Левлоевых, Кукурхоевых, Точиевых, Оздоевых. Ну вот я вам назвала такое количество фамилий, это ингушские фамилии. На этой территории находится кладбище представителей этих тейпов, да? Там похоронены их предки. Вот как быть с этой исторической генетической памятью? Вообще, как с этим жить, что делать дальше? И вот в связи с тем, что я уже сказала, я попросила бы вас прокомментировать. Что вы думаете по этому поводу? Ну, в принципе, да, Анжела объяснила вкратце, что там происходит. Надо исходить из того, что с самого начала нашего протеста Комитет национального единства для себя установил рамки, что мы будем апеллировать только фактами и не будем выходить за рамки закона. Но после вот продолжительного этого протеста мы видим, что, к большому сожалению, наше российское правовое поле нас выталкивает и заставляет, унижает обращаться к традиционному праву, исламскому праву, и, соответственно, мы вынуждены использовать все рычаги для того, чтобы защитить интересы ингушского народа и для того, чтобы защитить целостность и государственность Республики Ингушетия. Но то, что озвучено руководством Чеченской Республики, точки зрения руководства, это правильное действие, решение, но они были бы правильны, и их поддержал бы ингушский народ, если бы это делалось бы на территории Чеченской Республики. Но видя, какой протест на сегодняшний день происходит, продолжается
Республики Ингушетия, и видя то, что насколько этот вопрос оказался болезненным для братского ингушского народа, если мы являемся братским народом для чеченского народа, то есть, мягко говоря, сегодня руководство Чеченской Республики поступает несправедливо и не по-братски. Как минимум, я считаю, что должны были дождаться окончательного решения этого вопроса, пока не придем к какому-то единому мнению, и тем более они знают, что есть договоренность о том, что мы этот вопрос будем рассматривать в шариатском суде. И такая договоренность непосредственно с руководством Чеченской Республики существует, и это озвучивалось, подтверждалось неоднократно. То, что те призывы, которые сегодня распространяются в средствах массовой информации, в социальных сетях и других средствах массовой информации, заселить вот эти населенные пункты, призывы к жителям Чеченской Республики. Опять же, мы считаем, что это провокация, так же, как и сам факт подписания этого соглашения, это провокация, и это мина замедленного действия, которая закладывается между двумя братскими народами. Поэтому мы бы хотели обратиться, в свою очередь, к чеченскому народу и тем людям, которые собираются, если есть такие, которые, я, опять же, надеемся, что благоразумие возобладает и хватит и мудрости у чеченского народа понять, к чему их толкает их руководство, и заселение спорных территорий, которые переданы на сегодняшний день незаконно, что это территория, это земли ингушского народа, ингушские земли, и это чревато дальнейшим большими проблемами между двумя братскими народами. Поэтому ответ на этот призыв руководителя, по-моему, главы Каланчевского района, призыв к заселению этих населенных пунктов. Но сначала было обращение самого главы республики, как я сказала, на совещании 6 числа это было, 6 ноября текущего года. Вслед за этим совещанием и обращением самого главы республики появились вот эти вот самые аудиообращения. Ну, мы вот эти вопросы обсуждали на очередном из наших заседаний Комитета национального единства, и Всемирный конгресс ингушского народа подготовил обращение к братскому чеченскому вопросу по этому вопросу. И с вашего позволения я бы хотел его зачитать. Обращение Всемирного конгресса ингушского народа к братскому чеченскому народу. В сети интернет появилось заявление главы Каланчевского района Чеченской Республики с призывом к жителям Чеченской Республики переселяться на территорию нового района республики. Этот район республики был образован на части территории Ачхаймартановского района Чеченской Республики, а также на части территории Сунжинского и Джейрахского районов Республики Ингушетия, незаконно отторгнутых из владения ингушского народа соглашением об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года, подписанным главами Ингушетии и Чечни. Эти земли являются родовыми землями следующих ингушских фамилий: Цичоевых, Мержоевых, Белхароевых, Булгучевых, Мейриевых, Кориговых, Фаргиевых, Цуровых, Зангиевых и многих других. Эти населенные пункты и земля вокруг них принадлежит исторически на протяжении многих столетий этим ингушским типам. Об этом свидетельствуют исторические карты и документы. Ингушский народ выразил категорическое несогласие с передачей этих земель в состав Чеченской Республики. Однако, используя неограниченные административные возможности и грубую силу, поправив традиционное право вайнахов и шариат, руководству Чеченской Республики удалось забрать у ингушского народа эти территории. От лица ингушского народа Всемирный конгресс ингушского народа заявляет следующее: переселение на эти земли любых лиц, не согласованное с историческими собственниками, проживающими в Ингушетии, незаконное. Андрей, вот здесь фамилии, которые мы указывали, родовые фамилии, которые там существовали, жили, проживали и оттуда по каким-то причинам уехали или переселились, мы нового ничего не придумываем.
Ничего нового не придумали. Любой ингуш, любой чеченец при переселении с одного места на другое, он всегда спрашивал, можно ли у соседа всегда, чья земля, чей дом, чья квартира, можно ли мы, даже у соседей спрашивали, можно ли я по соседству у вас поселюсь, не помещаю ли я вам. Значит, вот эти трения, вот всегда мы разруливали именно красивым словом, приходя на улицу, на площадку, квартиру, мы всегда спрашивали, что мы хотим здесь купить или поселиться, или построиться, и мы всегда обращались к соседям, к родам, к тейпам. И вот после получения этих согласий, только тогда мы поселялись. Поэтому мы ничего же нового не открываем ни для братского чеченского народа, ни для ингушей. Поэтому вот эти фамилии, которые мы указали, это коренные жители, которые выходцы из этих земель, они все-таки должны обратиться к этим родам, тейпам, к этим людям. Сегодня их очень много в нашей республике, и они могут обратиться с их согласия, не согласия главы Галанчорского района, а согласие этих людей, именно чьи эти земли, за кем они сегодня. Я думаю, вот так мы всегда решали свои вопросы. Спасибо. Там пояснение, вот Ахмед сказал, по каким-то причинам. Причина, почему эти фамилии там сегодня не живут, очень простая, потому что 23 февраля эти фамилии были оттуда выселены в процессе депортации чеченцев и ингушей. А в 1957 году, когда они вернулись, им было запрещено заселять эти села. Вот и вся причина, почему эти ингушские фамилии. В 1944 году. Да? Их выселили, в 1957 Да. им запретили возвращаться в эти села. И вот этим ингушским фамилиям. И в результате этого эти села пришли в запустение. И сейчас, вот, может быть, у определенной части чеченской населения создается ошибочное впечатление, что эти земли не имеют хозяев. Они имеют хозяев, они являются родиной на сегодня 30% людей, которые называют себя ингушами, в том числе орсхоевские тейпы. Эти фамилии сегодня нет ни одного ингуша, который не имел бы хотя бы одного родственника орсхоевца в Ингушетии. Сегодня орсхоевцы у нас возглавляют Верховный суд, у нас мэр Магаса орсхоевец, у нас районы возглавляют, у нас они начальники районных управлений внутренних дел, они у нас крупные бизнесмены, они живут здесь все, представители фамилии. И у нас есть их обращение, что они категорически против передачи этих земель были изначально. Все эти у нас обращения есть, и Цечоевых, и Галаевых, и Межовых, и Булгучевых. Поэтому вопрос передачи, он никаких под собой не имеет законных оснований. Он был решен по одной, почему эта земля была передана. Она была передана просто потому, что было совершено предательство со стороны руководства республики и со стороны значительной части депутатского корпуса Ингушетии. Вот и вся причина, по какой, почему эти земли перешли сегодня в состав Чеченской Республики.